5 минут начинается соревнование. Освободите ковер. Судьи, пожалуйста, займите свои рабочие места. Боковые судьи на ковре, пожалуйста, подходим. Адукамов Ахмед. Татами 2. Освободили татами. Спортсмены. Готовимся. На татами 2 приглашается вес 55 килограмм. Кто? Вы выходите? Баженов Камилов. Готовится Отто Матяш. Даже только что говорил же, пожалуйста, запоминайте кого куда. Нет, я сам не набери. По кого судья сейчас ведет. Вы на первом или на втором? Мы здесь такой. Тогда садись, распакуйся. Здесь 66 начинается. Куда боковой? Здесь 66 начинается. Люди, вызывайте уже. Все, садитесь сразу, подготавливаем. Ребята, ровно. Одновременно, выходим одновременно. Сюда кто-то должен сесть, спасибо. Андрей? Андрей, не тормозите, ребята. Вызывайте. Пока пускай не уходят. Приглашается Волков, Ахалатов. По мою команду потом вызываем. Сейчас. А, вот же, да? Надо сейчас. Пожалуйста, здесь. 4 минуты встреча. Татами 1. Юля, время 4 минуты, поставь. Мы же ее посадили, а куда она ушла-то? Какой дядя? А, ну, я тоже понимаю. Все есть, да? Есть кто? Татами 2 приглашается Баженов, Забайкалье Камилов, Саха-Якутия. А у вас Судья на татами Попов, Сандар, Якутия. Татами 1 повторно приглашается Волков, помощника Ахаласа, Сахалин. А, что вы на ютубе, да, сказали, да? Так, сейчас подожди, подумай, кого я бы сейчас Отжимай! Эй! Сюда! Отжимай! Эй! Отжимай! Татами 2 после этой встречи приготовиться. Отто Данил, Бурятия, Матяш Дмитрий, Приморский край.
После этой схватки татами один приготовится к активированию и активированию. Эй! Нажимай! Оп! Здорово, Андрей! Победу одержал Волков. Татами один приглашается Тибиров и Веченко. Нажимай! Эй! Нажимай! Нажимай! Эй! Нажимай! Победил Камилов Фахриддин, Сахай Якутия. Приглашается татами 2 от Данила Бурятия, Маттяж Дмитрий, Приморский край. Эй! На татами один после этой схватки приготовится Ветчинов и Гасанов. Нажимай! Пас! Победил Отто, Данил Бурятия. Эй! Нажимай! Татами 2 приглашается вес 81 килограмм. Слукин, Татаренков. Приготовится Кузнецов, Батурин. И после этого веса приготовится весовой категории 100 килограммов.
Вторично на татами 2 приглашается Слукин Кирилл, Саха-Якутия, Татаренков Александр, Сахалинская область. Вес 81 килограмм. Стой! Да, хорошо, вот они двое. Отжимай! Надо, вот они как раз, они вот, смотрите, если вот они вдвоем сидят. Ну, там точно там. А, все нормально, да? А, все тогда. Можно со своим фотографией? Иду! Отжимай! Зарей! Громады! Победил Слукин Кирилл, Саха-Якутия. Смена арбитра на татами. Победил Бактимиров. Каждые 3 схватка поменяйте судью, чтобы не устали. Татами 1, смена арбитра. Арбитр на татами Шахдар Гансух, Саха-Якутия. Татами 1 называется Личников, Гасанов. Победил Батурин, Забайкалье. Татами 2 приглашается весовая категория 55 килограммов. Ввиду того, что 100 килограмм один Если спортсмен, что-то вам нужно, вот помощники. он автоматически занимает первое место. Там работает. Татами 2, вес 55 килограмм, приглашается Баженов, Забайкалье, Матяш, Приморский край. Приготовится Камилов, Саха-Якутия, Отта, Бурятия. На татами 1 после посадки приготовится вес 52 килограмма. Ляскина Петрова.
Татами 2 вторично приглашается Баженов Александр, Забайкалье, Матяж Дмитрий, Приморский край. Жми! После этого веса готовится вес 81 килограмм. Слугин Воложанин, Татаренко Батурин. Добрый день, дорогие телезрители, болельщики борьбы дзюдо. Сегодня в спортивном клубе «Триумф», в комплексе «Триумф» проводится спартакиада Дальнего Востока по борьбе дзюдо среди юниоров. И так на татами борются Бурятия и Магадан. С белым поясом Венчинов, представитель Бурятии, и синим поясом Гасанов, представитель Магадана. На сегодняшних соревнованиях идет комплектование и отбор в сборную команды Дальневосточного федерального округа, которая будет принимать участие в финале спартакиады России в июне месяце. Поэтому борьба напряженная, и, конечно, здесь выступают только сильнейшие первые номера представители краев Дальневосточного федерального округа. И приготовится вес 80 Представитель Магадана получил замечание Шида за запрещенное действие. А арбитр на татами Деденко Николай, заслуженный тренер республики из города Мирного. В свое время он воспитал чемпиона игр «Дети Азии», чемпиона России, чемпиона Европы среди молодежи Олега Ишимова. Буквально ребята, которые набирали опыт и мастерство, боролись на играх. Так, в Азаре борцу с белым поясом. Это бурят Венчинов провел подхват и дали оценку технической деятельности, оценили оценку в Азаре. В Азаре оценивается как пол победы. И вот в Азаре, если соперник падает на бок, то дается оценка в Азаре. И такая же, если будет оценка в Азаре падения на бок, то в Азаре оценится как победа и пол. Или оценится чистый бросок на всю спину, это бросок иппон. Или победа иппон достигается удержанием 20 секунд, болевым приемом на локтевой сустав и удушающим приемом. Так, значит, активное действие проводит здесь дзюдоисты из Бурятии Ренчина в Азаре. А представитель Магадана Гасанов пока имеет только предупреждение Шида за запрещенные действия. Видим, сегодня можно сказать, что ограниченное количество участников, болельщиков не допускает на эти соревнования. И буквально сегодня, завтра будут выявляться сильнейшие среди юниоров в борьбе дзюдо, сборную команду Дальневосточного федерального округа. Сборная команда представлена всеми своими категориями. Представители сборная скомплектована из представителей команд регионов, вузов республики, это сильнейших первых номеров своих весовых категорий. Жалко, что на сегодняшних соревнованиях не будет бороться одна из сильнейших дзюдоисток не только республики, но и России, Ефимова Карина. Она получила травму, и также не будет бороться у нас Юдина Полина из Нюрбы. Она тоже получила травму, и в этом году она стала победительницей первенства России в городе Красноярске.
Так, остается всего несколько секунд, 30 секунд, пока идет позиционная борьба. Позиционная борьба. И оценка в ударе, это полпобеды, пока выиграет представитель Бурятии. На татами 2 мы видим также идет борьба. 81 килограмм. Там тоже такая небольшая задержка. Мы здесь комментируем татами номер 1. Ну, последние секунды, и время схватки закончено. И победу представитель Магадана, то есть Бурятии. Ренчина. Поэтому он будет бороться дальше. Вот представители Бурятии 2 года назад в Дальневосточный федеральный дополнительно вошли команды Бурятии, Читы. Наш округ более стал сильнее за счет представителей областей и республик. Сейчас на весовая категория 52 килограмма белым поясом Пляскина, Бурятия, синим Петрова Саина из республики Саха. Оценку в Лазаре ведет спортсменка из Бурятии. Бросок делает Скалина. Петрова Саина. Буквально месяц 24 пояс, оранжевый пояс в городе Таганроге. Ее сестренка Саина учится в училище Олимпийского резерва. Будет бороться завтра в весовой категории. Опытная Саина. Посмотрим. Здесь, конечно, представительница Бурятии Пляскина. Видно, что уверенная такая сильная девушка. Посмотрим, что представит противопоставить нашей Саине. Все просто поставим на атаке. Бросок с колена не получил и переходит в партию на удержание. Удержание пока не засчитывается. Так, есть пошло удержание. Да, здесь пошло удержание. Спортсмен врача. Победу дай ему. Давайте промежуток. Победил Утта. Бурятия. Победу одержала Объявите победу. досрочную дзюдоистской Врач татами 2. Пляскина. Подойдите, пожалуйста. Пляскина. Победила Пляскина. Одержала победу. Врачи. На татами После 2 этой встречи получил травму. приглашается вес 81 килограмм. Слукин Воложанин приготовит Татаренков Батурин. Да, на татами с белым поясом Сударь, Приморский край, и в этом синим поясом Шимохина, Забайкальский округ, Чита, представительница Читы, весовая категория до 63 килограмма. Белым поясом Суздырь, Приморский край, и синим Шимохина, Забайкальский край, город Чита. Ну, идет борьба за захваты. Очень хороший бросок через спину. Буквально за 20 секунд. Победу Борцком Ипон одержит победу Сударь
Приморский край. Это бросок через спину с захватом двух рукавов. Очень такой амплитудный, красивый бросок. Произвела Денис Басулин и одержала досрочную победу. Татами 2 после этой встречи смена арбитра. Но здесь показывают одновременно татами 1, татами 2. Татами 1, юноша 66 килограмм, приглашается Волков, Новиченко. 1 это татами А. Сейчас приглашается Готовится весовая Ломбардцев, категория до 66 килограммов. Волков, Приморский край, и Новиченко, Забайкальский округ. Представитель Забайкалья Новиченко. Внимание, участник, покиньте рабочую зону. За награждение, пожалуйста. Остановите встречу. Участник, покиньте рабочую зону, да. Продолжаем. На татами А борются юниоры до 66 килограмм. Волков, Приморье, Новиченко. Бросок также оценен. Бросок Волкова оценен в Азаре. Такой победы. Бросок с коленом. Дзюдо в основном, конечно, начинается борьба за захваты. Здесь опять хороший бросок. Бросок, можно сказать, в колено. Это мельница. Производит Волков. Техническое действие оценится в Азаре. Уже 2 в Азаре. В Азаре, а в Аце Иппон. И победу одержал Волков, Приморский край. приглашается Сайдин Ахаладзе, Активиров. Борьба дзюдо очень амплитудная, красивая. Готовится Кузичинов, Измайлов. Со стойки, различные броски. Соперник, взявший захват первым, имеет преимущество и ставить свой прием коронный достижение победы. И сейчас называется весовая категория там до 66 килограмм. В белом кимоно представитель Сахалина Ахаладзе, и в синем кимоно представитель Магадана Бактимиров. Мы рады, что Якутия принимает такой представительный форум, такие соревнования сильнейшие, которые проходят у нас в городе Якутске, в спортивном комплексе «Триумф». Это очень красивый, красивых на здесь же проводились и международные спортивные мероприятия. На татами потом приглашается Активиров. Шестых международных спортивных игр Дети Азии, на пятых спортивных международных играх Дети Азии. И, конечно, он дает толчок развитию этой борьбы в нашей республике. И дети, добивающиеся результатов, они борются на уровне сборной России. Это как Ефимова Карина, Моисеева. Но одна из сильнейших наших представителей борьбы дзюдо — это Нургаяна Никифорова. Вот в июне месяце будет бороться на чемпионате
мира в Будапеште, Венгрия. И вот мы рады, что наша спортсменка она добилась таких хороших результатов. Она 2 года назад была чемпионкой России. И сейчас вот будет представлять Россию на чемпионате мира. Это будет набираться, там будет дзюдоистский рейтинг. И вот с упором ноги в живот делает бросок дзюдоист Богдана и получает оценку Вазари. Смена арбитра. Вернемся к Смена Юлии арбитра. Никифоровой, которая впервые будет представлять не только Якутию, но и Дальний Восток на этих престижных соревнованиях чемпионат мира. Все-таки это один из сильнейших таких у нас соревнований, где борются сильнейшие дзюдоисты всей планеты. Поэтому отрадно и хорошо, что наша девочка Нурген Кипр, она ученица средней школы номер 19, училась что находится на птицефабрике, и потом поступила в училище Олимпийского резерва. После этой встречи готовится вес Училище 55 Олимпийского килограмм. резерва и добивается Ну, стоп. оценка Вазари с хорошим После этой встречи готовится Башенов, сделал Натяж, Томилов. представитель Магадана, и он имеет оценку Вазари. Борец Ахаладзе из Сахалина пока проигрывает. Представители здесь Магадана, Сахалина, Забайкалья, Бурятии. Сегодня на татами нашей республики. Активно обязательно вот борцы должны заправлять форму кимоно. Но она не как кимоно, она считается дзюдога, и борцы всегда должны выглядеть опрятно. Часто бывает в кроссвордах такие вопросы, как называется пояс борца-дзюдоиста. Это пояс называется оби, а кимоно дзюдога. Но почему-то все привыкли называть, что кимоно. Кимоно это обычно носят все японцы, это национально. Так, еще такой же прием сделал представитель Магадана Бактимиров. Ну, с упором ноги, с упором в живот, а захватом сверху. Это, видать, коронный прием. И также досрочно держит победу. Сейчас вот приглашаются дзюдоисты в белом кимоно Ринчинов, это второй его круг из Бурятии, и Измайлов, наш представитель республики Саха-Якутия. Будем болеть за нашего, скрещиваем пальцы, болельщики, давайте затаим дыхание и будем болеть за нашего дзюдоиста. Измайлов у нас уже опытный спортсмен, имеет за плечами зацеп изнутри, разноименную ногу, быстро проводит и оценку получает оценку Вазари. Переходит сразу на болевой прием. Но болевой прием должен, если, как говорят, борются борцы-самбисты, если самбист садится на болевой прием, то он обязательно должен выйти победителем из этой схватки. Но пока вот у Измайлова не получился болевой прием, и дзюдоистов, борцов поднимает стойку. Да, предварительную схватку Ринчинов выиграл очень уверенно, двумя Вазари. И сейчас мы смотрим борьбу нашего спортсменства, который берет захват сверху и с упором ноги в живот. Да, вот этот бросочек должен, пока не оценивается, бросок мельницы называется, но сейчас остановит на схватку, будет просмотр. Но обычно останавливает схватку, дает картинку, видеопросмотр, но пока эта оценка техническое действие не оценено. Или да, просматривает эту
видеозапись. Обычно арбитр на татами должен показать картину такую, чтобы был видеопросмотр этого броска. Ну, с нашей стороны видно, что очень хороший амплитудный бросок делал Ренчинов, бросок с мельница, с колен. Но, я думаю, оценку в Азаре дадут. Конечно, уклона не будет, и борьба будет продолжаться дальше. Идет видеопросмотр. Но он сделал такой молниеносный, конечно, прием. До этого предварительных схваток в первом круге он тоже сделал этот прием. У него очень получается, видать, этот бросок. Бросок называется мельница с колен. Раньше можно было делать захватом ноги по старым правилам, но сейчас это запрещено. Старые правила по борьбе дзюдо, ну, вот эти форма, она предполагалась захваты за ноги, за вот эти штаны, и можно было производить очень много бросков, которые сейчас запрещены, поэтому сейчас только проводится борьба в стойке, без захвата, вот этих нижние, так, оценку не дали, да, хорошо, то, что наши судьи оспорили, что оценки не было. И вот Измаилов будет продолжать борьбу дальше. В борьбе. Так. Ну, Измаилов Магомед, он кандидат в мастера спорта, борется уже давно, имеет большой опыт за своими плечами. Он борется и по дзюдо, и по самбо. Был призером Дальнего Востока и по дзюдо, и по самбо. Буквально в декабре месяце был чемпионат республики среди взрослых у нас в городе Якутске, где Измаилов стал чемпионом среди взрослых, одолев в финале очень сильного спортсмена, опытного нашего ветерана Токарева Александра, мастера спорта. Молодые у нас все-таки набирают опыт. Так, за пассивное ведение борьбы у нас дали замечание Шида борцу в белом кимоно Ренчинову. Остается 2 минуты до конца схватки. Борьба ведется 4 минуты. 4 минуты. И вот Ренчинов здесь пытается перевести борьбу в партере сделать болевой прием, но это не получается. И будем надеяться, что в оставшееся время все-таки Измаилов сохранит свою оценку в Азаре. Это полпобеды. Хотел сделать подхват, но здесь он этот подхват не подготовил. И, конечно, соперник не дал ему сделать этот прием. Так, идет. Итак, стойка. Там прием был хороший. Остановка, вот дзюдоисты приводят свою дзюдогу в порядок. Должно быть заправлено по всем правилам борьбы. Так, вот Измаилов первый берет захват, делает бросок с колен, но бросок не получается. И он вот остается 1 минута, последняя минута. Здесь, конечно, дзюдоисты из Бурятии выехали уже более активно действовать и работать. И нашим спортсменам надо вот это учить и, конечно, поймать его на движение, на контрприем. Остается 40 почти секунд. Борьба в партере. И, конечно, здесь вот Измаилов хочет сделать болевой прием. Это еще остается 30 секунд. За 30 секунд
Но этот должен сохранить свою оценку Измайлов. И Ренчинов сейчас пойдет в атаку. Надо это использовать Измайлову. И, конечно, здесь вести более такую борьбу. Можно уже уйти за ковер, получить. Сейчас получит замечание Шида за свободный выход за татами. Да, дали. Ну, это уже ничего не значит. 20 секунд он может еще раз выйти даже. Вот еще раз вышел. Еще раз вышел. Опять получит замечание. Шида. 2 Шида уже. Смена арбитра. Да, второй Шида. Но это уже очень опасно. Если третий раз выйдет, то он уже получит большое замечание Ханчоку Маку, который дисквалификация. Ну, здесь 9 секунд, поэтому ничего не будет. Да, и победу одержит здесь уже 3 секунды. За 3 секунды, конечно, делать можно бросок, но навряд ли это получится. И победу одержит Измайлов. Да, раз, два и три. Броска нет. Да. Победу одержал Измайлов, представитель нашей республики. И мы очень рады, что наш спортсмен выиграл очень сильного дзюдоиста из Бурятии. И, конечно, уже это выигрыш означает, что Ренчинов потерял уже путевку на финал России. После этой встречи перерыв 5 минут татами 2. Очень огорчен Ренчинов, но победу по праву одержал Измайлов. По правилам дзюдо спортсмены должны сделать такой уважительный знак, поклониться друг другу, ну и можно пожать руку, что не имеет никаких претензий. Но сейчас посмотрим на татами. Выйдет очередная весовая категория. Пока на табло это не освещено. Ну и так мы рассказывали о том, что наша представительница нашей республики Нургуян Никифора будет принимать участие в чемпионате мира. Впервые в истории развития дзюдо Якутии, ну и Дальнего Востока, который будет проводиться в июне месяце в Будапеште, Венгрия. Ну, при хорошем раскладе, если она войдет в тройку, то имеет шанс попасть на Олимпийские игры. Мы будем тоже болеть, все любители борьбы дзюдо, все болельщики, знатоки, конечно, будем болеть за нашу Нургуяну. Буквально месяц назад Нургуяна боролась в Казани, где проводился турнир предолимпийские старты. Это большой шлем, очень представительное соревнование, где дзюдоисты набирали рейтинговые оценки. И, конечно, Нургуяна, жалко, что Нургуяна в первом круге проиграла дзюдоистки из Африканской республики, из Африки. И буквально на стадии, первоначальной стадии этих соревнований выбыла из дальнейшей борьбы. Но вот сейчас далее дается еще один шанс ей, последний шанс. И Нургуян Никифоровна должны этот шанс как бы использовать. И мы надеемся, что она соберет свою волю, силу, волю, характер в кулак и станет призером этих соревнований. Тогда будет это у нас впервые это в истории. Ну и впервые в истории развития дзюдо она 2 года назад в городе Назрани стала чемпионкой среди России, среди взрослых в весе 78 килограмм. Ну, то есть у нас такие девочки, которые имеют и вес, и силу, и добиваться таких результатов. Но сейчас у нас весовая категория до 52 килограмма. Пляскина второй круг у нее из Приморья, и из Бурятии, извините. И она в белом кимоно, в синем кимоно выйдет под Тергера из Приморья. Фамилия Подтергера. 52 килограмма. Ну, в этой весовой категории в первом круге наша дзюдоистка
Петрова Сайдина проиграла Пляскина. И сейчас посмотрим, что вот Пляскина из Бурятии. Вообще бурятские дзюдоисты, они сильные. Сейчас вот бросок под ножку, опять добивается бросок оценку в Азаре. Дзюдоистка из Бурятии. И, конечно, видно, что она опытная, сильная. Вообще дзюдоисты, спортсмены из Бурятии по многим видам, по вольной борьбе, по единоборствам, по самбо, боевой самбо, по дзюдо, они являются одними из сильнейших на Дальнем Востоке. Ну а представители боевого самбо из Бурятии, они в командном первенстве 2 года подряд выиграли чемпионат России по боевому самбо, поэтому это наши основные соперники. Ну и буквально здесь вот в этом же триумфе спортивном комплексе боролись у нас борцы вольного стиля. И они, конечно, завоевали, проиграли сборной команде Бурятии и завоевали 2-е место. Но сейчас здесь, вот, пока мы говорили, здесь представительница Бурятии Пляскина одержала уверенную победу досрочную броском япон. И, ну, я думаю, она завоюет путевку на финал спартакиады России и будет представлять Дальневосточный федеральный округ. Так, сейчас выходит весовая категория смена арбитра на татами. Арбитр на татами был Диденко Николай, заслуженный тренер республики из города Мирного, воспитавший чемпиона Европы среди молодежи Олега Ешимова. Олег Ешимов боролся у нас на 4-х международных спортивных играх «Дети Азии», где был чемпионом. Далее он поступил в Челябинск, в училище Олимпийского резерва. Так, сейчас мы видим на татами весовой категории до 63 килограмма. Вторая схватка Усыгерь в белом кимоно Приморья. И также из Приморья Саркисян выходит в синем кимоно. Весовая категория до 63 килограмма. При зрительной схватке Сударь уверенно выиграл свою схватку досрочно. Ну, а сейчас эти две дзюдоистки из Приморья, они знают друг друга, наверное, и хорошо. И вот, конечно, будут здесь, выиграть сильнейшие. Дзюдо всегда выигрываешь только сильнейший. Здесь нужен не только такая своеобразная техника сильнейшая, ну, конечно, немаловажно, воля играет характер, воля, стремление к победе. И, конечно, кто настроится на эти соревнования более так серьезно, тот и выигрывает. Мы видели это борьбу характера, воли и на Олимпийских играх, когда наш спортсмен Носов, дзюдоист, боролся за 3-е место с дзюдоистами из Греции со сломанной рукой. И борьба была такая, дзюдоист из Греции уже был уверен, что завоюет 3-е место, так как наш дзюдоист Носов, он был травмирован. И показывали схватку, прямую схватку тогда. Все мы болели за него, весь в крови, с одной рукой. Он одержал победу, выиграл, вырвал, можно сказать, схватку за 3-е место, став 3-м призером Олимпийских игр. Вот что такое борьба дзюдо, вот что такое воля, характер и, конечно, желание добиться победы. Но здесь идет позиционная борьба. Эти спортсменки так, наверное, будут бороться. Если, конечно, Саркисян, мы еще не знаем, кто из них сильнее, но если Сударь одержала победу, то у него уже больше преимущества где-то и добиться победы, и выиграть путевку на финал спартакиады России. Ну, обе спортсменки, конечно, и желание победить. Борьба за захват. Здесь, кстати, Саркисян тоже не слабая, кажется, дзюдоистка. Но дали сейчас ей замечание. Шида за
одноименный захват. Внимание, представитель команды Саха-Якутия, подойдите к татами 2. Представитель команды Саха-Якутия, подойдите к татами 2. Арбитр на татами у нас представительница нашей республики Амонт Юлия. Она является чемпионкой России прошлого года. И буквально в этом году, вот, месяц назад, ей не повезло. Она прошла на первенстве России, прошла 3 круга, уверенно выигрывала схватки и в 4-м круге получила травму колена и выбыла из дальнейшей борьбы. И пока находится вот сейчас на лечении, а сейчас она вот обслуживает эти соревнования. Жалко, что вот в этом году наши девочки на первенстве России до 23 лет не добились успеха, были близки, конечно. Вот и Амонт Юлия, если бы не получила травму, мы надеялись на нее, она, конечно, могла быть в финале первенства России. И, возможно, повторить прошлогодний свой успех, став чемпионкой России. Тренер Амонт Юлии Джабаев Роман, один из ветеранов нашей борьбы дзюдо. В данное время он находится на учебно-тренировочных сборах со своим воспитанником Григорием, который будет бороться на чемпионате России буквально через неделю. И при хорошей схватке или победе он имеет возможность попасть на чемпионат мира и, конечно, завоевать путевку на сурдоолимпийские игры. Ну вот Саркисян получила предупреждение за пассивное ведение борьбы, то есть замечание Шида. Если спортсмен получает 3 замечания Шида, это означает Хансоку Мака, дисквалификация, и спортсмен может даже вот не борясь, а пассивно ведя себя, проиграть эту схватку. И Хансоку Мака — это дисквалификация, его могут дисквалифицировать. Ну, бывает так, что спортсмены не борются, имитируют борьбу и получают тут 3 замечания Шида. Бывает Шида и не только за пассивную борьбу, за запрещенные захваты, которых много в борьбе дзюдо. Поэтому арбитр на татами четко следит за движением соперников, борцов, и, конечно, за каждое нарушение они могут получить замечание. Остается 30 секунд. Дзюдоистки не имеют оценок. И если при таком ведении борьбы спортсмены не имеют оценок, будет дано дополнительное время, это golden score, до первого движения, первой оценки, или спортсмен получит также замечание, или до первой оценки. Но иногда вот борьба в дзюдо проводится 4 минуты, но иногда дополнительное время golden score бывает еще, борются спортсмены и по 4, и по 6 минут, даже 10 минут, поэтому борьба может продолжаться даже еще больше. Вот так же произошло с Нургуяной Никифоровой вот на чемпионате, то есть на большом шлеме в Казани, где она в основное время спортсменки не имели оценки, и было дано дополнительное время, golden score, и вот, где спортсменки боролись еще дополнительно почти 3 минуты. Нургуяна Никифорова пыталась атаковать, но, конечно, у нее это не получалось, так как спортсменки боролись почти 8 минут.
Вот сейчас Сударь также получает замечание Шида. И, конечно, они вот так, обе спортсменки уже устали. Идет дополнительное время уже. Golden Score. Победил Кузнецов, Приморский край. На татами приглашается Волошанин, Татарин. Ну, это идет позиционная борьба. Я говорил, что обе спортсменки знают друг друга и вот, конечно, друг друга очень долго. Ну, здесь победит спортсмен, имеющий характер хороший, спортивный, силу воли. Ну вот мы посмотрим, кто из них победит. Второе Шида получает дзюдоистка в синем кимоно, Саркисян. Но еще при получении еще одного такого замечания она может получить Хансоку Мака, дисквалификацию и выбыть из дальнейшей борьбы, и победа будет присуждена ее сопернице. Уже 3 минуты дополнительное время, девочки уже борются. Боролись 4 минуты основное время, еще 3, уже 7 минут. Конечно, они обе устали, и кто здесь из них более настроится, тот победит. Я думаю, Сударь все-таки активнее работает, но здесь активизируется Саркисян, имея 2 оценка. Шида пыталась сделать подхват под одну ногу, но это у него не получилось. И сейчас вот дзюдоистки продолжают свою борьбу, но борьба очень упорная. И, конечно, желание победить и завоевать путевку на финал России огромное. На спартакиаде Дальнего Востока России борются только сильнейшие первые номера кругов, поэтому количество спортсменов ограничено. Если у нас 8 в округе 8 краев областей, то должно быть принимать участие 8 дзюдоисток. Ну, бывает, конечно, не все приезжают, бывает по 3, по 4 спортсменки, но на России должно быть, конечно, их больше. Здесь татами чуть разъехалась, идет, поправляет татами. Это, если татами, конечно, будут небольшие вот такие щели, то это чревато тем, что спортсмены получат травму. Ну, во избежание этих травм, состояние оборудования, это татами должно быть, конечно, идеально. Идет продолжение схватки. Так, мы видим борьбу за захват и активные действия есть. Здесь пыталась, конечно, сделать бросок дзюдоистка в 7 кимоно, но это, конечно, у нее не получилось. Уже дополнительное время Golden Score спортсменки борются уже больше основного времени. Пошла 5-я минута дополнительного времени. Итого на татами они находятся более уже 8 минут. Так, второе Шида получает и Сударь, и третье Шида получает Саркисян, что означает Хансока Мака, дисквалификация, и победа присуждается. Сейчас будет присуждена Сударь. Да, победа держает Сударь. И, ну, их, по-моему, 3-4 спортсменки, она
уверенно, наверное, завоюет путевку на финал первенства России от Дальневосточного федерального округа. Так, мы видим сейчас готовятся у нас мальчики. Весовая категория до 60 килограмм. В белом кимоно Волков, Приморский край. В синем Бактимиров, Магадан. После встречи приглашается вес 80 килограмм восточного стандарта. Приготовиться за уровень уважения. Представитель Магадана Бактимиров, он предварительная схватка тоже делал такие приемы с упором ноги, живот у него получалось. Но сейчас, конечно, уже борец в белом кимоно Волков, он знает, наверное, видел до этого его схватку и будет, конечно, остерегаться этого приема. Сейчас пока с одноименным захватом борцы ходят, взять должны второй захват. Тут в атаке пытался Бактимиров сделать бросок с колена, с одноименного захвата руки, бросок в плечо с колена. И у него не получилось. И борцы сейчас будут бороться за захват. В борьбе дзюдо запрещено не более 3 секунд иметь захват одноименный. Одноименный — это идет от ворот одной стороны руки. Разрешается не более 3 секунд. Если спортсмен задержит захват, то ему дается замечание шида. Также нельзя держать долго за пояс, тоже не более 3 секунд. И если спортсмен берет такой захват, он должен сделать прием. И, конечно, они в основном сейчас берут захват, второй захват классический. 2 захватами легче соперника вытащить на себя. В основном борьба дзюдо рассчитана на выведение из равновесия соперника, создать неудобное. Вот здесь вот бросок плечо с колена очень хороший провел борец в белом кимоно с Приморья, но что-то ему не оценили оценку. Дали оценку в Азаре дали. Оценка в Азаре. И борец в белом кимоно ведет оценку в Азаре, что означает победы. Но при такой же оценке в Азаре, это он может получить оценку япон. В Азаре это 2 оценки полпобеды, а васет япон, что означает чистую победу. Или дзюдоист достигает победы чистым броском, бросает соперника на всю спину. Это чистая победа япон. И также победа дается япон. Вот здесь опять, здесь делает уже Бактимиров бросок плечо с колена, у него не получается. Также борьба, то есть победа дается при удержании соперника в партии 20 секунд. Также дается победа япон. Болевой прием на локтевой сустав до сдачи соперника и удушающий прием тоже до сдачи соперника. Но бывает так, что соперник не успевает сдаться, то, конечно, в это время отключается, теряет сознание, ему будет оказывается медицинская помощь. Ну, до этого опытные арбитры на татами не допускают до этого, чтобы соперник потерял сознание. И, конечно, останавливает здесь замечание шида уже обоим за пассивное ведение борьбы. Одноименный захват. Им надо спортсмену взять дзюдоисту второй захват. Вот
также делает бросок с колена в левую сторону, плечо с колена. Но можно было оценку такой же техническое действие, когда борьба шла в Казани, большой шлем, это движение оценили, 2 раза были спорные моменты, и спортсмен, делающий первым этот бросок, соперник падает на 5-ю точку и касается плечом, то оценка дается. Остается 30 секунд. Я думаю, здесь сохранить свое равновесие. Вот здесь бросок опять то же самое. Бросок в мельницу с колен хорошую делает Волков. Ну, остается 19 секунд. Это он сохранит свою оценку. Чувствуется спортсмен очень подготовленный, активный, скоростной. Не даст возможность своему сопернику. Здесь идет на удушающий прием. Ну и остается секунда, все, победу одерживает Волков из Приморья и добивается заслуженной победы в этой весовой категории. И будет продолжать борьбу дальше. В борьбе дзюдо проигравший полуфиналисту может бороться уже дальше бороться за 3 места, называется утешительные схватки. Те, кто проигрывает полуфиналистам, они начинают бороться в утешительных схватках, добиваясь победы, чтобы выйти в борьбу за 3 места. Они могут встретиться в борьбе за 3 место с дзюдоистом, тот, кто проиграл за выход в полуфинал, и он будет, конечно, бороться за 3 место. Итак, весовая категория также до 66 килограммов, в белом кимоно Новиченко, Забайкальский округ, и в синем Ахаладзе, Сахалин. Здесь идет борьба за захваты. Это основной у нас прием, можно сказать, взять захват. Это очень сложно. Взявший захват, 2 захвата дзюдоист, он может произвести бросок. Поэтому борьба за захваты – основное действие борца-дзюдоиста. Поэтому сейчас у нас идет борьба в партере, ее останавливают, и борьба будет продолжаться дальше. Борьба идет в стойке, оценки бывают в стойке, когда соперник стоит, 2 соперника стоят в стойке, если они падают на колени, то идет борьба уже в партере, где есть своеобразные свои приемы, это борьба, то есть удержание своеобразные. Удушающий вот сейчас пытался делать Ахаладзе забеганием, но у него не получилось. Так, оба борцы взяли свои захваты. И здесь, конечно, Волков, да, делает такой прием в левую сторону, бросок через спину Ахаладзе из Сахалина, но у него не получается. Бросок у дзюдоиста получается при 3 компонентах. Это захват руками, тяга руками,
движение ногами и спиной. 3 компонента. Руки, ноги, спина. И получается тогда хороший бросок. Но также очень много таких хитрых приемов, как подсечки, зацепы в движении соперника. Далее не применяются вот эти приемы, не получившиеся, вот эти прием зацеп, любой изнутри или снаружи, подсечка, они продолжают здесь комбинацию. Так как соперник выходит из равновесия, двигается в другую сторону, ну, это обманным движением, дзюдоисты делают комбинации, подводят иногда свои коронные приемы. Японцы насчитывают, так, дали оценку предыдущую при просмотре вот, Ахаладзе в Азаре. Японцы насчитывают 3000 приемов. Но такое невозможно запомнить, и поэтому спортсмены в основном используют 2-3 приема или 1-2 коронных приема, которые у них получаются, которые они отрабатывают месяцами, годами и ловят на этот прием. Называется коронный прием. Ну, технических действий, тех, которые есть и, конкретно, которые могут делать приемы, им дает тренер. Но также борцы могут придумать свой прием. Очень много своих именных приемов в борьбе, в вольной борьбе, где даже есть прием у нас Романа Дмитриева, такой своеобразный качок. Есть и приемы Александра Иванова. Ну и очень много приемов проводят спортсмены, своеобразно своей вот конституции тела. Но они могут делать своеобразно свои приемы, и потом, когда у них получается, их уже именуют и именами тех борцов, которые делают этот прием. Но пока оценку в Азаре имеет Сахаладзе, но он постоянно в атаке, но вот эти атаки иногда бывают ложные, без захвата. Поэтому при очередном таком атаке, ложной атаке, он может получить еще замечание. Нельзя хватать борца за пальцы, толкать его в лицо, особенно в партере. 25 секунд, 24 секунды, да, Ахаладзе выиграет Новиченко. Ну, это очень здорово, поэтому сейчас Новиченко примет ряд атак. Вот он делает, пытается с прокруткой такой прием, бросок в спину с колен, но у него это не получается. И остается 13 секунд. Но Сахаладзе будет уходить от борьбы. Кстати, он делает, да, зацеп, да. Молодец, использует вот эти секунды Сахаладзе, ошибку борца в белом кимоно, делает зацеп изнутри, и добивается победы, чистая победа Япона. Вот до последних минутах, да, можно сохранять, можно работать головой, думать, предусмотреть атаку соперника. И, конечно, вот что сделал Сахаладзе, очень удачно использовал свой прием атаки, движения соперника. И сейчас вот Измайлов второй круг в белом кимоно, и Гасанов, представитель Магадана, в синем кимоно. Предварительную схватку у нас Измайлов выиграл, у сильнейшего спортсмена, одного из сильных спортсмена. И сразу же делает прием Япон. Так, да, за 9 секунд буквально. За 9 секунд. Да, Измайлов делает хороший бросок, мельницу с колен. Буквально 9 секунд и добивается победы. Очень красивая борьба, что вот это, чем красота борьбы дзюдо, что вот есть такие красивые технически молниеносные броски. Но вот Измайлов молодец, он хорошо настроен сегодня, проводит хорошие, красивые схватки и не дал шансов никаких
своему сопернику из Магадана. Но это 9 секунд, это очень быстро, красиво, технический, красивый технический прием. Дзюдо можно добиться. Вот дзюдо означает даже проигрывая, побеждай так. Соперник один соперник может проигрывать, но вот, в один момент используется вот такую ошибку соперника и сделать прием иппон, выиграть. Также он дзюдо переводится как гибкий путь к достижению цели, гибкий путь. Основатель дзюдо Джигара Кана. Это очень большой знаток борьбы, ученый, педагог. Он изобрел эту борьбу 200 лет назад в Японии. И вот она сейчас культивируется как спортивная. Так у нас в белом кимоно Приморье под Тергера, и в синем наша представительница Петрова из Саха-Якутия в синем кимоно. Ой, здесь оценку, наверное, сразу же атакует приморчанка. Переходит на партер, на удушающий прием. Сейчас переводит ее партер, но это не получается. Но представительница наша Петрова из Намского Луса, она, можно сказать, новичок в этой борьбе. Ну, я думаю, по истечении желания добиться победы, успехов, она будет, наверное, работать, и 2-3 года можно ожидать от нее неплохих результатов. Вот просто долго стоит она, есть, а это контрприем назад, но это не получается, не дотянула второй рукой, и идет борьба в партере. Ну, в предварительных схватках приморчанка показала хорошую борьбу. И, конечно, она опытная, сильная спортсменка. Ну, что будет противостоять у нас Петрова, посмотрим. Хотя она может делать хороший бросок влево, плечо с колен, даже со стойки в левую сторону. Ну, пока не хватает, конечно, опыта у нее и скорости. Да, вот здесь опять длинными руками, ногами она делать подхват будет. Приморчанка вот, хороший захват взяла, да, зря она отдала захват сейчас. Сейчас замечание будет дано. Приморчанки. Борьба дзюдо — это скоростная борьба, надо очень быстро скоростные движения делать, бросок, использовать свои технические возможности, имея приличную скорость. Так, конечно, взять захват и ходить — это борьба, не борьба. Борьба должна быть борьбой. Соперники оба должны бороться, использовать весь свой технический арсенал. Очень активно здесь действует приморчанка. Наша спортсменка пока в защите. И, конечно, в партере надо использовать, но пока на партере не работает. Это очень плохо. Это одни и те же на бросок плечо с колен делает приморчанка, у нее не получается. Конечно, на выше ростом могла использовать свои рычаги. Рычаги — это подхваты, подножки. Ну, наверное, попытается сделать она подхват. Вот так. И оценка иппон. Да, в движении здесь. Ага. В простом движении, как в айкидо, победу, я только сказал, что она использует свои рычаги, будет подхваты, но это не получилось. Петрова среагировал просто своим чувством, не каким-то внутренним. Сделала подхват, она просто дернула в ту сторону, куда она двигается, и та упала на спину. Вот в дзюдо так и получается. Здесь просто такое чувство Петровой, внутреннее какое-то.
да, использовала движение соперника, и не используя даже приемов, а движение соперника, дернула рукой в направлении соперницы, сама сделала амплитуду свою и упала на спину. Да, вот чем заканчивается борьба дзюдо, интересно, что она непредсказуема, кто в этой схватке победит, но я думаю, здесь 3 спортсменки в этой весовой категории, и вот у нас Петрова, наверное, заняла 2-е место. Посмотрим еще в предварительных схватках, как эти боролись девочки. Кстати, приморчанка, по-моему, проиграла, а она будет 3-й. Там еще одна приморчанка боролась. Сейчас бороться будет 63 килограмма. Так, девушки в белом кимоно Саркисян, Приморье, и в синем Шимохина, Забайкалье. Так, 63 килограмма. В этом весе наших девочек нет, не представлены. Хотя должна была бороться у нас. Да, в 63 нет, 63 девочек у нас нет. Должна была бороться у нас ее, по-моему, на сборах не было. Это Мирлан Кызы. Она была заявлена в этом весе. Или не согнала, или не смогла. Так, вот бросок плечо с колен. Саркисян делает, и это япон почти за 40 секунд чистым броском. Бросок плечо с колена добивается приморчанка. Так, ну в финале, наверное, у нас Измайлов. Мы будем смотреть Измайлова. На финал Спартакиады России едут только первые номера. 2-е, 3-е, они уже остаются дома, набирают дальнейший опыт. На татами вышла у нас Амонт Юлия, чемпионка России прошлого года до 23 лет, весовой категории до 70 килограмм. В этом году ей не хватило, то есть не повезло. Она выигрывает 3 схватки уверенно на первенстве России. Вот буквально месяц назад получила травму колена. И сейчас, конечно, она вот пока восстанавливается. И на татами сейчас вызывается весовая категория до 66 килограммов. Волков, Приморье в белом кимоно и Ринчинов, Бурятия, в синем кимоно. В предварительных схватках Ринчинов показал очень хорошую уверенную схватку. Бурятия, но спортсмены из Бурятии очень сильные, хорошие дзюдоисты, борцы, хорошие борцы. Вот и часто не обкатываются с Монголией. Рядом у них буквально несколько часов езды Монголия, где монголы одни из сильнейших в мире являются. На предстоящих Олимпийских играх, я думаю, Монголия будет представлена во всех весовых категориях. И буквально ворвались они в олимпийскую элиту на 8 лет назад. Тувшин-Бояра в весовой категории до 100 килограмм впервые из монголов стал чемпионом Олимпийских игр до 100 килограмм. Ну, до этого у них были призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, но вот, призеры Олимпийских игр, но чтобы стать чемпионом Олимпийских игр, это, конечно, для монголов очень почетно, уважительно. На последних Олимпийских играх Тувшин-Бояр в Англии занял 2-е место, завоевав серебряную медаль. Ну а сейчас он на предстоящей Олимпиаде уже не будет бороться. Так, удержание, и Волков добивается победы. Борьба в партере, здесь буквально быстро.
технически, и был удушающий прием. И Волков выигрывает эту схватку и будет бороться дальше. Волков представитель Приморья. Кстати, выиграл у сильного спортсмена из Бурятии, Ренчинова. Да, Ренчинов расстроился. Да, и, конечно, потерял право завоевать путевку на финал Спартакиады России. Итак, Измайлов в белом кимоно, Саха-Якутия и Бактимиров, Магадан. Так, это борьба за выход в финал. Да, будем надеяться и болеть опять за Измайлова, который в предварительных схватках показал очень хорошую, красивую борьбу. Выиграв последнюю схватку, вообще он боролся 9 секунд. Поэтому сейчас посмотрим, как готов на сегодняшний день Измайлов. Ну, Измайлов уже занимается борьбой дзюдо более 10 лет. Он начинал еще с 1 класса. Борется по дзюдо, по самбо, кандидат в мастера спорта. Конечно, его сейчас заветная цель выполнить норматив мастера спорта. Россия был призером Дальнего Востока и по дзюдо, и по самбо. Ну, конечно, имеет колоссальный опыт борьбы. Ну и как вот его подготовили, как он готов сам к этим соревнованиям. Вот сейчас в этой схватке мы и увидим. Потому что это борьба за выход в финал. Весовой категории до 66 килограммов. Пока активно начинает борьбу, но так уверен, выходит уверенно, работает активно. Это немаловажный фактор в борьбе дзюдо. Берет захват первым, и вот сейчас борцу в синем кимоно дадут шида за неведение борьбы. Пока не дали, но сейчас при повторной такой защите он получит замечание шида. Измайлов пока атакует уверенно, но ожидать можно, конечно, всего. Да, бороться до последних секунд. Так вот, захват свой. Есть япон. Захватом со стороны спины, с упором ноги в живот. Да, здесь вот буквально за минуту 30 секунд победа добивается Измайлов, и он выходит в финал. Да, значит, Измайлов готов, уверенно ведет схватку. И увидим его сегодня в финале. Так, у нас что? Возможно, технический перерыв. И после обеда будут финальные схватки и борьба за третье место. Итак, технический перерыв. Извините, товарищи болельщики или телезрители, финальные схватки будут завтра. На сегодняшний день закончены соревнования, поэтому будем ждать от Измайлова победы. И вот сегодня будут бороться другие весовые категории, то есть взвешиваться, бороться будут завтра. Итак, до завтра. Завтра мы увидим очень интересную борьбу и финалы во всех весовых категориях. Комментировал схватки Валерий Герасимов. Последняя у вас схватка, да? Якутия, и кто там дальше? Якутия, боковые.
Да, кто талон не получил, потом подходите к Шамаеву и получите талон на обед. Нам завтра Сейчас, если все здесь согласны на год, потом
Самый лучший, молодец, красавчик. Спасибо. Без эмоций, без никаких этого вообще. Фундамент решение места. На сегодня, я говорю, у тебя 5 плюс. Онлайн же тоже оценки идет. Пока рано вам, надо учиться вам надо. А так, да, вы заслуживаете, молодцы. Попадем в ширину на запад. Да, конечно, отжимай. Отжимай! Итак, дорогие телезрители, сейчас идет на татами финальная схватка до 66 килограмм. В белом кимоно Волков, Приморский край, в синем Измайлов. Магомед, Республика Саха-Якутия. В предварительных схватках у нас Измайлов показал очень хорошую борьбу, одержал 3 победы досрочные. И вот сейчас финальная схватка – это борьба за путевку на финал России от Дальневосточного федерального округа. Ну, будем болеть, ждать победы от нашего спортсмена. И вот, конечно, перед ним Волков, он опытный спортсмен. И, конечно, вот так вот бросок, оценка в Азаре, молодец. Измайлов на сегодняшний день подготовлен хорошо и технически, и характер, и в таком состоянии он спокойным, очень такие у него амплитудные броски, резкие движения. Но пока ведет оценку в Азаре, остается еще 2 с лишним минуты напряженной борьбы. Еще раз, вот сейчас подхват. Да, все, нет, не получился подхват. Хороший подхват изнутри называется бросок под одноименную ногу. И сейчас вот пока ведет оценку в Азаре. Будем болеть дальше и смотрим красивую напряженную борьбу за право
путевки на финал Спартакиады России. Ну, в некоторых весовых категориях закончились круговые схватки. Спортсменов мало, поэтому будет подсчитаны очки, кто на каком месте, первые, вторые, третьи места. И вот опять подхват идет, да, Измайлов постоянно в атаке. Но борьба с дзюдо тем, что она неожиданно может в течение минут, секунды изменить, конечно, схватку в свою сторону, в определенную, как готов использовать движение соперника. И, конечно, должна работать голова. Очень грамотно должен поставить схватку. Думать, вот так вот бросок через... Очень хороший бросок. Прогибом делает Магомед, но не получается это. Но сегодня Магомед показывает разнообразие приемов, арсенал приемов. Мы пока рады за него. Ну, будем, конечно, давайте болеть за него. Вот есть бросок, причет с колена, но не получилось. Сам лег на удержание, но ушел с этого сложного положения. В декабре месяце на чемпионате республики среди взрослых Магомед стал чемпионом, одержав хорошую уверенную победу над сильным нашим дзюдоистом, ветераном спорта Александром Токарем, мастером спорта. Вот здесь оценка. Ушел за кадр бросок. Ой, попал на удержание. Нет, ногами. Если спортсмен, находящийся внизу, двумя ногами возьмет, схватит ногу соперника, то удержание не будет засчитано. А удержание по-японски это асаикоми, и должен соперник удержать до оценки победа япон 20 секунд. Если он имеет оценку в азаре, то там удержание должно быть 10 секунд. Это в азаре еще. Да, очень в опасном положении, с опасного положения ушел наш Магомед с удержания. И, конечно, будем... Да, здесь два захвата. Опять подхват изнутри, который у него получается, но сейчас он не получается. Кстати, предварительную схватку он выиграл за 9 секунд. Очень отрадно, что он использует разнообразные приемы, которые соперник не может разгадать. Если он предварительно соперник изучал схватку Магомеда, то так, схватка за бросок за пределы татами, зоны борьбы, и техническое действие не оценивается. А так, остается 17 секунд, и надеемся, что Магомед не даст возможность сопернику сделать прием. Сам делает бросок, и остается 9 секунд. И можно сказать, Магомед одержит победу уверенную и даже переходит в партии на болевой прием. Итак, мы поздравляем нашего чемпиона весовой категории до 66 килограммов Измайлова Магомеда, который стал чемпионом Спартакиады Дальневосточного федерального округа Саха-Якутия. Саха-Якутия. Магомед Измайлов, герой сегодняшнего дня. Итак, мы заканчиваем сегодняшние схватки. Финалов больше нет. Комментируем Валерий Герасимов.